такие вот результаты. Астма даже у женщины прошла. Бронхиальная астма разве лечится? Звук марафона, она вылечилась. Армысыз, Айнұр ханым? Саламатсыз ба барлықтарыңызға. Сол менде қазір уақытым бос болып тұр, жұмыста отыр едім, никто не мешает, все ушли на работе. Сол думаю, 2 марафона прошла, сол енді результатын айтайын, бөлісейін деп отырмын. Созрела, дұрыс айтасыз. Первый раз я брала марафон, значит, летом. Летом, и я не знаю, вы знаете, может быть, ну вот кто нас слушает, слышали, нет, я в 2020 году заложила машину в ломбард, потом этот ломбард закрылся. Ну, то есть там долгие судебные процессы были, в общем, мою машину, мы писали заявление в РУВД и так далее, судили очень много человек, в общем, очень много пострадавших, машина кетті. Сөйтіп судиться етіп, әйтеуір машина қайтатын болды маған өзіме. Но она, вот пока мы судились 3 года, она уже вернулась ко мне в ужасном состоянии. Естественно, тот хозяин, зная, что машина стоит на запрете, на продажу, на все, он за ней не ухаживал. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я ее не могла продать долгое время. Вот как начала проходить марафон, где-то 5-6 күндері уже не тапқан кезде, до этого 2-3 месяца на колесах стояла, машина не продавалась. Ну, она была действительно в ужасном состоянии. Естественно, я и цену ниже поставила, рыночный. С марафон өткеннен кейін, 5-6 күні уже нашелся у меня клиент. Хоть и в рассрочку, хоть и знакомый, но зато айтур продалась она. А так бы она стояла бы сейчас, она не на ходу, во-первых, вот в таком ужасном состоянии. Что еще? Это вот первый марафон, вот такой вот у меня был инсайт, кейс, или как это сказать. Ну, я сразу почему-то подумала, что это, скорее всего, из-за марафона, потому что до этого я же говорю, 3-4 месяца стояла, машина на колесах не продавалась. Вот, потом бранчерет дует в отканге марафон, да, конечно, закрытыми глазами, все. У меня руки постоянно, руки, ноги чешутся. И марафон дует кенгизе тоже. Левая рука, левая нога, в основном левая сторона, я даже боялась голову понять в левую сторону. Чувствовала, конечно, я даже про себя спрашивала, кто пришел, Арух Тардан. Там и с папиной стороны, и с маминой стороны, в общем, приходили, чистили. Я так понимаю, я просила, чтобы у меня ушел хондроз, протрузия у меня есть после родов. И вот сейчас я что заметила, что хочу сказать, хондроза нету как будто бы. У меня обычно осень, весна, обострение идет хронических заболеваний, такая тяжесть, шейно-воротниковый хондроз, до шейного отдела. Вот сейчас такого нету. Я так думаю, скорее всего, хондроз. Гаймарит джок тоже. Болған гаймарит сейчас нету, тоже осень, весна, обострение. Енді екінші рет өткен кезде марафонда у меня уже самооценка повысилась, я вам писала, помните? Долго не могла решиться, года 2 или 3 на блеферопластику после марафона. И кетчер, сколько можно, живем один раз. В общем, записалась я, в общем, сделала себе операцию. Ну, это я считаю, это повышение самооценки, это любовь к себе. Это вот сколько можно от себя жалеть, я так думаю. Удачно все прошло? Да, сейчас все зажило, все хорошо. Что вот такое? Вот. Классно. Вы, по-моему, спрашивали, да, что пройдет хорошо операция, сразу сходим, да? Да, жақсы өтті операция, все хорошо, там никаких, даже я делала круговую блеферопластику, соның өзінде там синяки у меня за 2,5 недели уже кетіп қалды. И не такие большие, біреулерде болады, қап-қара болып, ондай болған жоқ, все хорошо. Потом сны вижу, защиту ставлю, енді когда вспомню, ставлю, не ставлю, ғой, енді біз сондаймыз. Еще недавно уже устала каждый день стоять, думаю, я поставила навсегда такое, что постоянно было. Я не знаю, так можно, нет? Сны вижу, четко начала видеть сны. Арохтарм келет, апам келет, записку мне передавала через меня сестре. Вот. Раньше сны не видела, хоть убей, я не помню утром, что снилось. Плохо вставала, просыпалась. Сейчас бодро стою, прям засучив рукава, я же еще чистку проходила астральную. Энергии столько на следующий день. Такой прилив энергии после астральной чистки. Ёлки-палки, куда ее деть, не знаешь. В общем, оказывается, человек должен быть готов, должны быть цели поставлены. Потом давай эти цели ставить, в ту сторону двигаться. В общем, распылялась. Куда-то же девать надо эту энергию. Уже клининг. Вот. Постоянно я, и что на первом марафоне, что на втором марафоне я спала. Я не знаю, меня усыпляли. Как труп сплю. Что бы там ни было. Дети кушать хотят. Мамам, бәрібір. Юхтайм. И могу сутки спать. Я не знаю, почему. Мало кушать, пить, скорее всего, да? Вот. Вот я думаю, может быть, скорее всего, я еще 3-й марафон буду брать, потому что у меня поясница протрузия не прошла. Белым ауру соңғы кездер. Сондай. Сосын тағы Асел ханым айтайын деген машина алайын деп жатыр, машина алсам сізден, вот это оберег же есть, да, 29 мыңға. Цены не изменились, а? Нет. Оберегті алыңыздар для себя, для детей, для машины, для дома, для всего. Оқып берем тура, тазалап, ДТП-дан аулақ жүресіздер. Во, я просто в 17-м году ездила где-то год, и у меня все, что неправильно машины стоят, мне бәрін қағып кетеді. После этого у меня страх. Я думаю, ну, как бы надо уже машину брать. В большом городе живем, на дальние поездки, сон ойлап тұрмын алғаннан кейін обязательно оберег аламын, скорее всего, потому что у меня страх остался. Сол, сізге үлкен рахмет, айтқым келеді. Оберег 29 мың теңге, алтыны бар,
38 мың, тағы да үлкенірегі бар, ол 56 мың, 38 мың пирамида для дома есть, оберег тоже құт берекені ұстап тұрады. Рахмет, Айнұр, алғыс. Емшипа Рахмет болсын. сізге көп-көп. Марафонға кіріңіз, тағы да самооценка деген ұрып тұр. Рахмет. Бұйырса, рахмет.